Реконструкцию православного кладбища завершили в селении Троицкое. Работы начали весной 2023 года. Все преобразования провели за счет финансирования Совмар Микаила Гуцериева. Мадина Цоро расскажет. Православное кладбище в сельском поселении Троицкое занимает 5 гектаров земли. Всю эту территорию затронул масштабный проект благоустройства и восстановления захоронений. Мероприятие в Троицком – часть большой программы по реконструкции всех кладбищ в Республике Ингушетия, которая реализуется благодаря договоренности главы республики Махмуда Али Калиматова и мецената Микаила Гуцериева. Во время строительства приезжали люди со всей России, приезжали к своим родственникам, и они хотели, передавали слова благодарности за то, что сейчас здесь делается. Непосредственно хочу от них передать теплые слова Калиматову Махмуду Али Макшариповичу, непосредственно Гуцериеву Михаилу Сафарбековичу, за то, что они делают благое дело. Рабочие проложили качественные подъездные дороги. На территории самого кладбища возвели обрядное помещение, а рядом расположили новую беседку. Завершенный объект рабочие сдали на этой неделе. Видимое обновление через труды тех людей, которые внесли свою лепту, тепло своих сердец в работу на этом месте, они стали сопричастны этому великому делу памяти, поминовения. Ну и лучшая память – это дела нашей сегодняшней жизни. Поэтому и эти их благие дела, наша благодарность им, наша общая память о тех, кто также трудился и жил до нас, и хотел, чтобы это место приукрашалось. Думаю, что это лучший результат нашего совместного труда. Реконструкции здесь не было с самого начала основания кладбища. За счет благотворительного фонда «Совмар» для нужд кладбища также закупили весь необходимый инвентарь. Бензокосилки, поливочные шланги, косы, ведра и многое другое. Все это необходимо для того, чтобы жители могли навести порядок на своих участках. Ну что я хочу сказать? Я хочу поблагодарить Гуцериева, что он нам помог восстановить эти кладбища. Ребятам нашим спасибо. Наши ребята тоже здесь немало сил приложили. Спасибо большое, что восстановили нам кладбище. Я не видела в стране, чтобы сказали, где-то что-то такое сделали. Мы первые, и мы очень рады, что нам вот эта вот чаша вот такая-то самая. Вот пришел, как сказать, чудесник, кудесник, да, и нам вот это все предоставил. Мы очень рады, мы очень благодарны. И благодарны Гуцериеву и его команде. Мы благодарны и нашему главе республики Калиматову. Реконструкция территории православного кладбища – богоугодное дело, отмечает советник главы Ингушетии Игорь Алешин. Он знает, насколько актуальной и сложной была проблема обустройства территории и как сложно жителям Троицкого было обеспечивать постоянный уход за захоронениями предков. Я знаю просто ситуацию, которая была здесь очень плачевная. До этого здесь невозможно было даже зайти. Скорбь прямо шла Есть с груди прямо скорбь шла то, что здесь творилось. На сегодняшний день у нас, видите, рай, благодать, для мертвых здесь. По мнению мецената Микаила Гуцериева, реконструкция кладбищ очень важна, ведь отношение к памяти усопших – это яркий показатель культуры населения и отношения к жизни. Местные жители переменам очень довольны. Для жителей христианской православной веры это большой подарок. Благодаря главу республики Калиматову и Гуцериева полностью провели здесь реконструкции, благоустроили полностью и дорогу, все сделали здесь. И жители православные, которые проживают у нас, которые приезжают сюда, все довольны, очень рады, благодарят и главе, и Гуцериеву Михаилу. Напомним, что благоустройство кладбищ в Ингушетии началось весной 2023 года. По мнению Махмуда Али Калиматова и Микаила Гуцериева, создание достойных и качественных условий в местах захоронения предков – это неотъемлемая часть культуры общества. Поэтому в Ингушетии кладбища должны содержаться в идеальном порядке. В Троицком с недавних пор именно такая ситуация. Малика Измайлова, Мадина Цоро, Башир Хашигульгов, Магаз 24.